знает все, как все действует, нам просто надо вот исполнять его заповеди, нравственные, духовные заповеди, знать его, любить его, то есть двигаться к Богу, любить людей. И в этом наше спасение. А уж как это будет проявляться химически, физически и прочее, это уж Бог знает. Это уже мастера, инженера позаботятся. Вот так же и с искусством я хотел бы сказать, что, конечно, люди, они во все времена во всем искали силы, вот, красоты, и в том числе в искусстве. Строили, вы знаете, каких только чудес света не придумали, причем все это еще в древности было. Не зря же говорят, что вся философия это до Платона включительно. Платон, Аристотель, а все остальное это уже интерпретации. То есть люди 2000 лет назад вершины мысли уже достигли, философской вершины мысли. Все остальное, там, вот эта герменевтика, там, это уже производное, это уже толкование. Вот. Также и в науке, в принципе, тоже люди основное, это ведь уже много знали, когда даже в древности знали. И в искусстве, и в красоте тоже достигли, тоже в древности уже достигли. Вот. И Господь, когда приходит, Он это все освещает. То есть Он не отменяет, Он не отвергает. Он просто это делает правильно, Он ставит это на службу Богу. И поэтому мы над искусством, мы идем к Богу, и, в принципе, человек может жить в пещере вообще, даже карандаши и бумаги не иметь. Вот. Но вместе с тем мы не отвергаем искусство, так же, как не отвергаем медицину, так же, как вот сегодня мы с вами подняли, мы не отвергаем семью. Вот. Мы просто все это хотим поставить на службу Богу. Иконы, храмы, литература, музыка, скульптура, живопись. Все виды искусства, они все могут быть прославлением Творца. Поэтому мы выбрали сегодня такую тему, и вот у нас сегодня Анастасия Пименова. Вот она представит доклад, рассказ на эту тему, она этим занимается. Это, пускай, тема не главная, не профильная, но занимается профессионально. Студентка Института культуры и искусства нашего Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина. Вот, и она нас немножко погрузит в эту тему. Анастасия, вам слово. Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня я представлю вам небольшой доклад на тему «Символика цвета и света в христианском искусстве». Цветовая гамма в христианстве имеет глубокую смысловую нагрузку. Согласно религиозной традиции, цвета имеют ценность как образы и символы, связующие человека с миром. Белый цвет является незыблемым символом святости и духовности. Белый цвет в церкви символизирует нетварный божественный свет, энергию божества, сияние Царствия Небесного, Божию славу. Белое облачение используется во время богослужения на господские, то есть посвященные Христу праздники, такие как Преображение, Вознесение, Рождество Христово, Крещение Господне. Белому цвету в церковном ювелирном искусстве соответствуют прозрачные камни, например, бриллиант, горный хрусталь, а также белые камни, жемчуг, опал и белые металлы, серебро, платина, белое золото. В дни родительских суббот во время поминовения усопших священники служат в белых облачениях. Традиционно белых рис при отпевании и поминовении усопших русская церковь унаследовала от греческой церкви. Белый цвет ясно выражает смысл и содержание заупокойных молитв, в которых и спрашивается для отшедших от земной жизни упокоение со святыми, вселение праведников, облеченных согласно откровению в Царстве Небесном в белые ризы божественного света. В иконописи белый цвет символизирует невинность, чистоту, святость, сияние божественной славы.
Традиционно с помощью него изображаются одеяния святых, а также крылья ангелов и пелена детей. На многих иконах, посвященных воскресению Христа, Спаситель изображается именно в белых одеяниях. Близкое значение несет серебряный цвет, который является символом чистоты плоти и евангельского красноречия. Золотой или желтый цвета символизируют благодать, нетварный свет божества, Божию славу. Желтые и золотые облачения используют в православных храмах во время будничных и воскресных богослужений, когда не идет Великий пост. Иконы часто пишутся на золотом фоне. Это связано с тем, что золотой или желтый цвет в русской иконографии – это метафора Божьего присутствия, небесного света, вечности и благодати. Золотом пишутся нимбы святых, золотыми штрихами, асистом, прописываются одежды Спасителя, Евангелие, подножие Спасителя и ангелов. Красный в христианстве символизирует кровь Христа, пролитую ради спасения людей, а следовательно и его любовь к людям. Это цвет огня веры, мученичества и страстей Господних. Также красный часто приближается по своему значению к цвету багряному, символизирующему величие, царственность, победу. Красный цвет богослужения в праздник Святого Духа, вербного воскресения, во время Страстной недели, в дни памяти мучеников, которые пролили кровь за свою веру. Красным отмечали в календаре радостные события, посвященные Христу, Богоматери и святым. Из церковного календаря к нам пришла традиция выделять красным цветом праздничные даты. В иконописи красный цвет может обозначать и подвиг мученичества, и принадлежность к апокалиптическому змею, то есть иметь прямо противоположные свойства. Красный цвет также символизирует жертву Христа. Красным пишется София «Премудрость Божия». Красное одеяние Богородицы говорит нам о предначертанности ее удела, а также богоматеринства. Так, к примеру, на иконах знамения Богородицы изображена в красном одеянии, ибо этот образ запечатлевает ее предвечную избранность как пречистого сосуда, воплотившего Слово. Темно-красный хитон Спасителя – символ его человеческой природы. Отдельного внимания заслуживает багряный цвет – пурпур, прошедший в русскую иконопись из Византии. Это цвет императора, верховной власти, символизирующий царственность и величие. В русской иконописи в пурпурном традиционно писали одежду святых царей и князей. В том же значении он иногда используется как символ Бога Отца. Кроме того, нередко можно встретить иконы на пурпурном фоне, что в частности характерно для образов Христа Пантократора. Багрянец имеет еще одно значение, которое восходит к образам угрозы и огня, поэтому пурпурные тона нередко используются в сценах страшного суда. Синий. Синий – это цвет небес, истины, смирения, бессмертия, целомудрия, благочестия, крещения и гармонии. Он выражал идею самопожертвования и кротости. Синий цвет как бы опосредует связь между небесным и земным, между Богом и миром. Как цвет воздуха, синий цвет выражает готовность человека принять себя, присутствие и силу Бога. Синий стал цветом веры, цветом верности, цветом стремления к чему-то таинственному и чудесному. Синий цвет используется при богослужении на богородичные праздники, Благовещение, Успение, Рождество Пресвятой Богородицы, Покров. В иконах синий цвет символизирует стремление мира к Богу. Это символ неба. Синий гемантий Спасителя – символ его божественности. Синий цвет также символизирует тайну, откровение и мудрость. Это цвет апостольских одеяний. Голубой цвет означает чистоту и целомудрие. Он является атрибутом Богородицы, символом ее пресноденства. Зеленый цвет является больше земным, означал жизнь, весну, цветение природы, юность. Это цвет креста Христова. Зеленый отождествляется с Великой Троицей. Вместе с тем зеленый имел и негативное значение – коварство, искушение, дьявольского соблазна. Например, сатане приписывались глаза зеленого цвета. В
храмах зеленое облачение используется в День Святой Троицы, когда вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов. Также зеленое облачение положено в дни преподобных святых, угодивших Богу монашеским подвигом, очистивших свои души и принявших благодать Святого Духа в особой превосходной мере, почему они и названы преподобными. Зеленый в иконописи – это цвет гармонии, единения с Божественным. Он также цвет весны, означает победу жизни над смертью и вечную жизнь. Зеленый цвет символизирует Христа как дающего жизнь и крест, как древо жизни и часто используется в сценах Рождества. Отношение к черному цвету было преимущественно негативное, как к цвету зла, греха, дьявола и ада, а также смерти. В значениях черного, как у первобытных народов, сохранился и даже развился аспект ритуальной смерти, смерти для мира. В черное облачение священнослужители облекаются на Страстной Седмице, когда церковь вспоминает смерть на кресте Господа Иисуса Христа. Монашествующие носят черные одежды в знак отречения от мира, мертвенности для всего земного, умирания для страстей и греха. Священнослужители в наши дни также преимущественно носят черные рясы и подрясники. Так было не всегда. Например, в Византии священники и епископы носили белые туники с пурпурными полосами, а в XIX столетии рясы священников могли иметь самый разный цвет. В иконах черный обозначает пустоту, отсутствие благодати, смерть. Но черный имеет не только такое трагическое значение. В некоторых сюжетах он означает отречение от мирской суеты, смирение и покаяние, или божественную тайну. Например, на черном фоне, означавшем непостижимую глубину Вселенной, изображали космос. Старца в короне в иконе сошествия Святого Духа. Фиолетовый. Это загадочный цвет в христианском искусстве. Он образуется смешением красного и синего. Таким образом, фиолетовый цвет объединяет в себе начало и конец светового спектра. Он символизирует сокровенные знания, тишину, духовность. В раннем христианстве фиолетовый символизировал печаль, привязанность. Этот цвет усвоен воспоминанием о кресте и великопостным службам, где вспоминаются страдания и распятие Господа Иисуса Христа ради спасения людей. Фиолетовый используется в облачениях священнослужителей и в убранстве храма в дни Великого Поста, а также в праздники, посвященные Кресту Христову. В иконах фиолетовый передает особенность служения святого угодника. Смысловое значение серого и коричневого цвета. Коричневый и серый были цветами простолюдинов. Их символический смысл, особенно в раннем Средневековье, был сугубо негативным. Они означали нищету, безнадежность, убогость. Коричневый – цвет земли, грусти. Он символизирует смирение, отказ от мирской жизни. Серый цвет – цвет пепла и пустоты. После античной эпохи, во времена Средневековья, в Европе цвет снова вернул себе позиции, прежде всего как символа мистических сил и явлений, что особенно характерно для раннего христианства. В иконописи коричневый цвет напоминает о бренности конечной человеческой природы. Серый же принципиально не используется в иконописи. На языке символов этот цвет представляет собой смешение добра и зла, порождая двусмысленность, неясности и пустоту, понятие, недопустимое в православной иконописи. Свет также играет важное значение в символическом наполнении иконы. В православной иконе этот изначальный свет изображается золотом как веществом, полностью эстетически несовместимым с обычной краской. Золото здесь выступает как свет, который не цвет. Золотой фон иконы представляет собой пространство как световую среду, как погруженность мира в действенную силу божественных энергий. Золотой фон также продолжается в асисте облачений Христа и святых. Например, в богородичных иконах ризы Бога-младенца Христа почти всегда золотисто-желтого, разных оттенков цвета и украшены золотым асистом. Тонкая золотая штриховка, покрывающая складки хитона и гемантия Спасителя, раскрывает образ Христа как
привечного света. Все же остальные цвета, кроме золотого, представляют собой мимолетные и ослабленные проявления недоступного познанию света. Они тоже являются светом, но меньшим. Следует также отметить, что сам по себе образ света в своем качестве духовного символа выявляет две подлежащие четкому различению грани. С одной стороны, свет представляется как ясность, раскрывающая мир для зрения и познания, делающая бытие прозрачным и выявляющая пределы вещей. Именно с этой точки зрения говорится в Евангелии от Иоанна о присутствии Спасителя как о свете. «Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет». С другой стороны, свет представляет собой блистание, восхищающее душу человека, изумляющее ум его и слепящее глаза. В этом смысле в книге Исхода говорится о Божьей славе как о пламенном блеске, вид Господней славы как огонь поедающий. Этот блеск может быть грозным, как вспышка, молния, огонь, или как та слава света, от которой потерял зрение Савл. Он может быть наоборот, согревающим сердце и согревающим, как вечерняя заря, с которой сравнивает цвет Божьей славы одно из древнейших церковных песнопений «Свете тихий, святая слава». В заключение нужно отметить, что наиболее существенное отличие языческого периода цветовой символики от христианского заключается прежде всего в том, что свет и цвет перестают тождествляться с Богом мистическими силами, а становятся их атрибутами, качествами и знаками. Согласно христианским канонам, Бог сотворил мир, в том числе и свет, цвет, но сам он не сводится к свету. Средневековые богословы, например, Аврелий Августин, восхваляя свет и цвет как проявление божественного, тем не менее указывают на то, что они, цвета, могут быть и обманными, и отождествление их с Богом представляет собой заблуждение и даже грех. Поэтому не следует воспринимать вышесказанное как некий окончательный заданный словарь символических знаков. Речь идет об общих тенденциях употребления цветовой гаммы, и значение имеют скорее сочетание цветов, чем отдельно взятый цветовой элемент. В иконе нет строго фиксированных смысловых значений для каждого конкретного цвета. Однако, говоря о русских иконах и символизме их цвета, важно подчеркнуть о существовании определенных канонов, в рамки которых должна укладываться и цветовая гамма. Спасибо. Выбирать. Случаи жизни, казусы, которые с цветами. Истории. В каком смысле? Она была зеленым, а нарисовали там коричневым. Я икону не пишу. Это икона, да? Кто психана? Да. Это уже картинер свет. А вот позадавать какие-то конкретные краски, какие краски используются при живописи вообще. Какие-то конкретно используются. Честно, я не разбираюсь, но думаю, они менялись с течением времени. То есть, если раньше это какие-то краски, которые получали из натуральных элементов, которые сами изготавливались, разводились, сейчас я думаю, что их просто закупают. Да, там же тоже делают. Из камней, например. Просто делают не в кустарных условиях, а заводские. Там тоже. Могут быть натуральные. Просто почему-то без него. Насилие я слышу.
какую-то периодизацию, вот, можно сказать, церковное, как оно вообще развивалось по векам, по тысячелетиям? Церковное искусство, какие вот рубежные моменты, кризисы, наоборот, периоды подъема, возрождения. Это уже другая лекция, но что я могу вспомнить, это вот именно принятие христианства, когда адаптировали византийское искусство под Русь, грубо говоря. Потом монгольское нашествие, когда государство, грубо говоря, еще Русь разделилось, и они как-то обособленно все это развивалось, появилось несколько школ: Новгородская, Владимира Суздальская, Московская, вот, потом, что еще? Наверное, вот реформа Никона. Ну и потом уже при Петре Первом, когда европеизировалось искусство, и когда Русская Православная Церковь, точнее искусство, когда стало не зависеть от церкви, и, не знаю, 19 век, как раз вот, когда в храм вошел такой более реалистический рисунок, там один из главных художников, который вот это все продвигал, это Васнецов, который рисовал такие иконы, но достаточно реалистичные. Это вот то, что я навскидку могу вспомнить, наверное. А сегодня в каком состоянии можно оценить с точки зрения развития? На подъеме, на спаде, в нижней точке, в рассвете? Если честно, я аналитик, но мне кажется, это оценивают уже по прошествии времени. Ну, как-то так и было искусство в этот момент. Мне кажется, не на спаде. Про изобразительное искусство, да? Какие еще направления можно выделить в изобразительное искусство? Именно христианское? Да. Ну, иконопись, потом, наверное, книжная графика. Скульптура в какой-то момент. Как раз таки после европеизации искусства. Потому что до этого скульптур, по-моему, не делали. Вот. А вот после Петра и такие храмы стали появляться с рельефами, с скульптурами. Вот именно где изображались святые в виде скульптур. Ну, храм Христа Спасителя тоже строится. Иван Первый, Еще до Петра. 17 век. Сейчас фильм «Свидетель». Шел там Германия, там уже ему было из-за скульптуры. А есть же у вас работы свои, да, вот, графические, Стефана Пермского? Ну, одна только. Да? Можно вот заглянуть, рассказать вот, про выход мысли, вообще, как вот вы создаете, чем вы руководствуетесь, что хотите выразить? С какой целью вообще это все делается? Нам интересно, потому что мы все люди во многом далеки от искусства. У меня это было в плане моего грантового проекта, посвященного культуре коми. И одна из иллюстраций была посвящена язычеству в коми. Можно сказать, противоположная ей, посвящена христианству. И там как раз таки представлена фигура Стефана Пермского. Потом из других изобразительных образов там присутствует книга с текстом на амбара, который придумал Стефан Пермский. Сломанная береза, потому что Стефан Пермский боролся с язычеством, а древние коми, они поклонялись идолам и деревьям. Вот. И
также там присутствует церковь деревянная. Но я, к сожалению, не могу показать эту иллюстрацию, у меня ее нет сейчас с собой. Допустим, раньше храмы, ну вот те же самые, если взять Псков, там храмы внешние, они вот белоснежные такие. Это можно тоже объяснить? Ну, почему все разные, да? С черной крышей. У нас крыша, там, допустим, золотые купола. Где-то синие. Это синий, а тут черный. Черный. Так, тут тоже вроде неба. Какая там символика цвета? Черный цвет. Черный это... Еще раз объясни. У меня тут конкретно купола нету. Ну да, вот, допустим, зеленые купола это чаще в честь Святой Троицы. Голубые в честь Богородицы, особенно голубые с золотыми звездами. Это в честь Богородицы. Потом черные это, насколько я помню, в монастырях, как черный, как цвет отрешения и монашества. Вот. А про цвет самого храма это больше зависит от места, от архитектора и от века, от времени создания. Потому что если оно создавалось там, когда были разделены школы, Владимира Суздальская, Новгородская, Московская, они все имели разные стилистические особенности. Вот, по-моему, в Новгородской, где вот покрова на норе, там использовались рельефные изображения на храме, на внешнем фасаде храма, и там были даже некие языческие мотивы, такие, допустим, как лица, то есть отдельно личины, какие-то животные мотивы, то есть там очень много всего, и там нужно разбирать конкретно по веку, по месту и по архитектору. Но по архитекторам это уже позже, это скорее московская школа и там, с 16, наверное, века. Если по архитекторам смотреть, что на них влияло, что такое. Что это у нас лихо? Почему? Как это был, да, вот купили. Нет, это все было. Как не вот этот Неизвестно, Стефанский храм, по какому принципу вообще проектировали, пропорции выбирали, высоту, стиль. Вот нужно отдельно архитектор спрашивать и смотреть по истории. Ну, как вот, на ваш взгляд, он удачно запроектирован? Хорошо вписывается в архитектуру города? Новый наш. Стефанский храм. Ну, в принципе, да. Вы же проектировали скверик, по-моему, напротив храма, да? То есть сейчас Не я сделано, лично, ну, в том числе. девочка с моего же направления, со старших курсов проектировала в качестве дипломной работы. Взяли на эту, получается, молодежный проект взяли, да? Какие-то идеи, какие задумки в этом скверике? Там же все не случайно, все вот эти круги, там качели, какие-то размеры, или так, интуитивно? Нет, там, получается, проектируется территория, ну, исходя из художественного, с эстетической точки зрения, вот, и с точки зрения удобства, чтобы там людям не приходилось где-то срезать по газону, чтобы им удобно было ходить там. Вот, потом качели, я не знаю, я была на защите этого диплома, но я все точно не помню. Помню вот про скамейки круглые, там их как раз использован амбур, вот. Но я, насколько поняла, они не стали вписывать туда никакого текста. То есть там просто амбур, разнобой, просто набор букв, грубо говоря.
Вот. Они хотели туда что-то писать, но почему-то этого не сделали. Хотя я знаю, что у нас сохранились тексты некоторые с икон, допустим, Троицы. Там, по-моему, надпись на ангеле. Вот. Почему современное искусство такое иногда странное, такое вот как-то даже бессмысленное? Вот эти вот черные квадраты, это вот рваные штаны, там, музыка кричащая, грохочущая, архитектура вычурная. Вот если, допустим, в храмах мы видим такие строгие пропорции, вообще вот старые дома, скажем, да, там 19 века, ну такие вот добротные, хочется вот не жить, а вот современные строят дома, вот они обязательно должны там спиралью завернуты. Почему искусство движется в область такого чего-то экстремального и как будто мне кажется бессмысленного? То есть как будто вот людям нечего сказать. Или они так, эпатируют, что ли, публику. Ну, я хочу сказать, что не все искусство, конечно, современное такое. И такие дома, которые, допустим, заливаются как-то, это больше как дом, арт-объект. То есть мы же можем видеть, что типовые застройки именно для жизни людей, они такие же геометричные, такие стандартные. Вот, а те дома это больше какие-то арт-объекты. Вот, если говорить об конце 19-го, начале 20 века, когда были созданы черный квадрат, когда кубизм появился и подобное направление, то это скорее был, не знаю, вызов. Они хотели создать что-то новое, не похожее на все предыдущее. Вот, потому что реализм был уже освоен, там мифические сюжеты были освоены, сказочные сюжеты освоены, и художники, насколько я понимаю, хотели просто сделать что-то новое, повести искусство куда-то в новом направлении. Вот это вот упрощенное искусство, как лично мне кажется, повлияло также на современный дизайн, на вот эти вот в чем-то упрощенные, но лаконичные формы, потому что, допустим, если такое элитарное искусство, которое было до искусства знати, так сказать, 18-18 века, вот, оно как-то имело очень много украшательств, всего такого, то в 20 веке предметы упрощаются, становятся более лаконичными, и если говорить об архитектуре, о предметном наполнении, то более эргономичными. Вот, допустим, те же какие-то полки, которые мы видим, мебель, она не особо сложная, она просто однотонная, какая-то белая, но она вполне удобна и проста в исполнении, потому что в 20 веке все-таки искусство было уже больше направлено не на меньшинство, которое может заплатить деньги за какие-то вычурные формы, а для людей, которым нужна простая, просто функциональная вещь. И здания из-за этого, там, допустим, если мы поедем в Питер и увидим здания Петровской эпохи и 19 века, они сложные, они очень красивые, но они были для людей высшего света. А вот дома, которые наши, типовые, простые, без особых украшательств, они как раз, грубо говоря, для народа. А вот искусство, о котором вы говорили, какие-то громкие звуки, какие-то непонятные там, банан, прибитый к стене, это больше эпатаж, как я считаю. Есть еще такой вид картин, как интерьерные картины. Они тоже сперва кажутся непонятными, то есть там просто может быть какой-то
цветовое пятно или размазанные пятна. Веревку намотанную там, крючком. Сейчас используют оформление интерьеров таких. Да, но они как раз-таки играют роль чисто интерьерных. Они должны просто дополнить интерьер. Они должны существовать не в качестве отдельного произведения, а как части интерьера. Поэтому они не должны быть там особо проработанными. То есть они для общего вида скорее. Для того, чтобы там, вот, допустим, оранжевый на картине сочетался хорошо с оранжевым стулом. Вот. Но не для самоценности, как картины. Ну, То есть они не самостоятельны, по сути, эти картины. ну, они самостоятельные, наверное, для кого-то они могут быть самостоятельными. Вот для меня они как бы как сами по себе, они именно в интерьере представляют, имеют значение, а не как отдельное произведение. Ну, об этом можно спорить, конечно. Вот, сколько людей, столько и мнений, наверное. Да, многое искусство. Но если брать какие-то витиеватые дома, то, допустим, они дают какое-то разнообразие, что ли, городу. То есть, когда просто серые коробки кругом, они, по сути, ничем друг от друга не отличаются на каждой улице. Такие витиеватые дома могут как-то все-таки цеплять взгляд и что-то выражать все-таки. То есть дает какое-то разнообразие городу. Ну, понятно, да. Особенно у нас Лондон, Париж. Что у нас Токио? Далее эти Ну, всякие. они особо не витиеватые, вот то, что у нас строят. У нас как раз-таки обычные дома просто с некоторой стилизацией. Вот в Праге, я помню, дом как раз-таки такой конусообразной формы. Вот, потом в Испании, по-моему, подобные есть творения. Но они чисто вот дом, арт-объект. И они такие единичные, потому что нестандартные. Потому что нестандартные, их дорого строить. Как вообще вот сфера церковного искусства, как она смотрится с точки зрения вот, светского искусства? Потому что, ну, приведу на примере музыки, что, понятно, у нас есть свои вот церковные певцы, исполнители, но как-то не услышал такое мнение, но нужно с ними разговаривать, с этими православными людьми. У них там одна Светлана Копылова, даже Жанна Бичевская, но больше там и послушать, посмотреть не на кого. Ну, то есть, как бы, считается, ну, тут такое бедное, очень бедное. У нас тут много разнообразия, у нас тут тысячи направлений, стилей, а у вас ну, вот, простые песенки, и все. Как в целом сфера церковного искусства смотрится с точки зрения там, мэтров, академий, современных каких-то, ну, может быть, блогеры, там, какие-то законодатели моды? Или все-таки с уважением относятся? Скажут, да, она, может, не богатая, но такая вот классика. Интересно, что сейчас перепевают все эти, чтобы на новый номер песни, как все старые. Только обработка идет. Ну, Вот да, тебе да, кстати. Я, наверное, по поводу музыки мне трудно сказать. Я могу, наверное, больше на каких-то западных примерах. Ну, допустим. Ну, вот, допустим, та же Ава Мария. Есть очень известные ее версии, в том числе, кто ее исполнял. Не помню, кто исполнял, но и в фильмы она вставляется часто. Вот, вставлялась. На Западе есть, ну, у нас я не в курсе, если честно, такой жанр, как христианский рок. Вот. Потом я могу сказать больше с точки зрения изобразительного искусства, потому что мы его проходим с точки зрения как раз-таки развития архитектуры, развития изобразительного искусства. То есть оно существовало достаточно долго самостоятельно и на территории Руси. В России оно долгое время было как бы таким основополагающим. То есть какие-то инновации в архитектуре, какие-то инновации в искусстве
живописи, в искусстве книжной печати, книжных изображений долгое время вносила именно церковь. Ну и, естественно, наука развивалась тоже долгое время на базе именно церкви. Где-то вот с V века, если говорить про Европу, потому что европейское искусство мы тоже изучаем. Ну и вот где-то века с X, если говорить про Россию. Поэтому в качестве именно всей истории, я думаю, уважительное отношение и понимание, что церковное искусство внесло многое в мировое искусство, в общем, да. В плане реставрационных. Ну вот, насколько, допустим, то, что было раньше, реставрируется в том же свете, как, ну, чтобы приближено было к первоисточнику. Даже национальный какие-то переделали кардинально, все-таки что-то оставили. Это рядом просто внутренний, в большей степени, внешне, сохранение. Их не могли сохранить. Возможно, что остался. По-моему, это памятник архитектуры, считается памятник архитектуры. Нет, Он не стоит, по-моему, здесь не было исторического какого-то построения. Да. Он был в советское время, но в стиле все исторический. Не как там везде, какой-то столом, с этими какими-то ветвями. Да, это ну, старый это такой исторический. сцизм. Да. Большой. Ну, вот реставрацию, старые памятники древние, их стараются реставрировать достоверно. То, что невозможно реставрировать, например, в Великом Новгороде есть очень древняя фреска Феофана Грека. Она вообще очень частично сохранилась. Она облупилась, и ее стараются только сохранить. Ее не пытаются дорисовать. Её стараются сделать так, чтобы то, что осталось, то люди могли видеть. Вот. Те памятники, которые возможно реставрировать, которые не сильно пострадали, где, допустим, отсутствует только какая-то малая часть изображения, их стараются дорисовать, восполнить утраты, так сказать. А вот если говорить про библиотеку, я, если честно, не уверена. Просто тут сделали ремонт и сделали новый дизайн. Я не знаю, это я уверена, что на законодательной базе это все как-то прописано, что можно изменять, какие памятники, что нельзя изменять при реставрации, что переделывать, что не переделывать. Я не могу об этом точно говорить. Вот то, что даже по советской найдешь, некоторые написано, что там памятник архитектуры. То есть его можно реставрировать только на основании какого-то уже Да, специально. Только по разрешению. Не всякая Да, организация, нужно но были специальные лицензии. предоставить план реставрации, если это архитектурное здание, там, вот, допустим, реставрировали Кижи, вот этот большой храм на Киже, там же сначала предоставляли весь план реставрации, как это будет проводиться, как будут ставятся эти леса, что за древесина, кто работает и в каком-то все вообще виде будет. То есть это все нужно было согласовать. Вот эти вот здания наши архитектурные, некоторые старые дома, которые как бы являются зданиями исторического значения, и ими, насколько я знаю, никто не занимается. По крайней мере, по-моему, старое здание школы в лесозаводе. Тоже памятник архитектуры.
Вообще вот эти реставрационные работы, они очень дорогие. Это многие фирмы имеют лицензию, и иногда реставрировать, вот вроде бы стоит здание, да, стены есть, а реставрировать дороже, чем построить новое. Поэтому часто можно видеть, вот в Зелице, например, когда рядом со старым храмом строят рядышком новый. Проще построить новый, чем построить старый. Проще. Размеры проще, объемы проще. Строить очень много. В Нижнем тоже стоит огромный этот храм, Преображение Господне, однокупольный, который все время богатые оленеводы. Вот они смогли построить. А сейчас не по-карману, сейчас никто не может потянуть. Там с трудом закрыли крышу, просто чтобы не разрушался. И рядом построили маленький храм такой, временный, да. Подставь уже сохранен все. И в нем служит. В Ишкулове такая же картина. Большой старый храм стоит, сделали маленький рядышком. Да, большой Особенно школьники. Кто разберет? Так, идут. Старая школа? Наверное. Ну и если никто не занимается. Потому что там, по-моему, обосновались уже бездомные. Давно. По-моему, это Евгения, насколько я слышала, говорила. Забрали эту клинику, старшую, на каком количестве перспективы? Вот такое искусство, оно же все-таки хоть медленно тоже развивается. Появляются новые направления, 21 век. Какие могут быть перспективы, инновации, или наоборот, традиции забытые могут возобновиться сейчас. Все эти современных тенденций, явлений, какой-нибудь новый интерес, ренессанс каким-то видом искусства церковного наблюдается. Я потому что за новейшими тенденциями пока что не слежу. Я больше История. по истории, наверное. Колокольный звон, например, когда мы сейчас учиться, тоже тогда можешь сказать. Ну да. Ну вот современное это по сети интернет там посмотреть те же самые, смотреть службы, проповеди какие-то, это же тоже все множество. Даже аудиобиблии, если так говорить. А если говорить о каких-то, если посмотреть с точки зрения истории, то что-то новое появлялось, допустим, в архитектурном строении, это больше именно это появлялось во всей архитектуре, и это появлялось и в архитектуре церкви. То есть она шла свой путь вместе со светским искусством. Использовать достижения, да? Ну да, и адаптировали. А как вы лично относитесь к влиянию компьютерной техники на, скажем, на изобразительное искусство? Раньше все это руками рисовалось, или тоже графику вы создаете руками, да? Да, а вот компьютерная графика, все-таки она расширяет возможности или она объединяет? Мне кажется, она определенно расширяет возможности. Вот, те же... Я не уверена насчет иконописи, насколько это разрешено, насколько это приветствуется. Вот. Но определенно она расширяет возможности. Вот. И мне кажется, можно создавать какие-то иллюстрации с помощью компьютерной графики для церкви. Те же афиши для церкви. Афиш, баннер. Это же тоже все компьютерная графика, компьютерная обработка. Потом, если вспоминать реставрации, то сейчас же есть компьютерная реставрация, и мы можем увидеть, допустим, сам храм, допустим, уже невозможно восстановить, но с помощью компьютерной графики мы можем воссоздать, как он выглядел раньше. Вот. Или те же самые иконы. Если реставрация дорогая, хотя бы можно посмотреть так.
По-моему, это где-то используется в каких-то музеях. Вот, и, ну, то есть храм, который уже давно не существует, воссоздан с помощью компьютерной графики, там используются таблички на стенах, там, графические макеты. Еще я бы хотел спросить вот о влиянии именно веры на искусство, потому что у нас сегодня тема веры и искусства. Одно дело, когда у человека есть способности, что-то он изучает, умом размышляет, какие-то образцы берет. Но ведь есть вдохновение, может быть, даже прямое Божье откровение, когда вот он хочет создать нечто новое, он хочет выразить то, что до него не выражает. Например, Троица Рублева, да? Или, скажем, архитектура изначально же не было христианских храмов, это же кто-то все придумал, крест ставит сверху, купол. Понятно, что Иисус это напрямую не диктовал, что делайте так, это уже люди сами выразили. Но кому-то же это было открыто, кто-то же додумался вот, ставить купол, а сверху крест, и вот веками это действует, работает, это узнаваемо, это вот прямо легло, что называется. Вот роль веры, роль вдохновения, насколько она знакома вам, очень сами переживали, когда что-то вот хочешь выразить не можешь, а молишься, что ли, как-то, или откуда вот оно придет, как будто действительно вот Бог открывает через веру, через молитву, через пост, может быть. Вот, или знаете такие случаи, может привести примеры? Я думаю, людей искусства всегда, у них много всяких идей создания чего-то нового, чего-то, что раньше не делали, или как бы им хочется выразить то, что другие не выражали. Допустим, если в изобразительном искусстве, то Нестер, вот, который рисовал очень много на христианские православные сюжеты, вот, внес такой большой пласт, и сюжеты, которые он изображает, для него как бы не изображали конкретно, какие он символы использует. Это ведь как бы все ему пришло. Есть какие будут? В основном 19, 19, может 20, там как раз в Уфе. Есть очень хороший музей. Потом купол. Если говорить об архитектуре, то это все так проходило постепенно. И это скорее постоянные небольшие заимствования и продвижение всего этого. Ну, то есть красота от Бога, да? Можно так сказать. Что в нем источник, наверное. Ведь именно только люди создают искусство. У животных же нет никакого искусства, ни в каких формах. Спасибо, Анастасия. Кто-то еще может поддержать беседу? Роспись еще храмов расскажет какие-то особенности по времени исторически, как складывались, что вот как росписи делали в храмах. Расписки чаще всего это были фрески. Фрески же. Все настенные иконы туда фрески. Без веры-то там точно никак. Да, фрески — это роспись по самой штукатурке. Насколько я помню, когда только еще христианство пришло на Русь, храмы должны были посещать как бы не только знать, но и простые граждане, люди. Вот. И роспись была сделана так, чтобы
она должна была рассказать о вере без слов, потому что население было неграмотное, оно не умело читать. Проповеди часто, особенно в начале, насколько я помню, они читались не на славянском языке, они могли читаться и на византийском, на греческом. То бишь, даже если они на славянском языке читались, на церковно-славянском, то все равно даже сейчас мы быстро же говорят, и можно многого не понять, многого упустить. Вот, поэтому сами иконы, сами фрески должны были рассказывать человеку о вере, рассказывать и восхищать человека. Вот, в храм, когда мы заходим, то есть мы видим перед собой большой Иконостас. Да, иконостас. Вот. Там тоже есть особенности, тоже определенное расположение святых. Вот. Но когда мы выходим из храма, чаще всего, по крайней мере раньше, на стене у выхода располагался страшный суд. Была такая идея, что мы заходим в храм, мы должны восхититься, увидеть это божественное сияние, эту божественную красоту. Но когда мы выходим из храма, мы должны перед выходом увидеть страшный суд и понять то, что вот здесь мы выходим из божественного, чего-то чистого и светлого, выходим в мир, полный пороков и грехов, и мы должны всегда помнить, что после смерти нас ожидает страшный суд. И изображения страшного суда, они рисовались достаточно красочно, и часто, допустим, мог быть нарисован змей полностью на всю стену, часто использовались образы демонов. И я, когда посещала храмы, особенно старые, когда мы с художественной школы ездили по Великому Новгороду, Пскову, где много старых храмов. Вот меня удивляло, почему так ярко представлены в самих храмах образы чертей и демонов. Вот. Даже, помню, в Великом Новгороде там тоже сюжет с демоном, и у него были к шерсти прикреплены плоды, и нам объясняли то, что это каждый плод, он обозначает какой-то грех. Это, по-моему, в монастыре каком-то было. Вот. Но меня удивил именно тот факт, что так ярко изображены образы чертей, когда ты находишься в самом храме. То есть понятно, когда это, как здесь, допустим, это образы каких-то поверженных чертей, внизу, сверху Иисус, а там эти образы отдельно. Вот. Допустим, вот здесь это изображение как раз-таки из страшного суда. Это, по-моему, не уверена, это, по-моему, не фреска, но вот прямо в храмах часто использовались вот такие яркие изображения, где вот как раз-таки мучают грешников. Это, по-моему, звери апокалипсиса. То есть раньше художники так не гнушались и не боялись вот такие сюжеты часто использовать. Потом, если говорить о том, что еще раньше было, то можно сказать об Андрее Рублевом и его предшественниках. Андрей Рублев внес большой вклад именно в каноны русской православной церкви, и в изображение святых, потому что если посмотрим его изображение, то там святые смотрят более, так сказать, по-доброму на людей, с неким милосердием. Если смотреть на более византийские варианты, то там представлены, точнее, предыдущие, более старые, если правильно говорить, работы, то там святые и сам Иисус представлены, так сказать, более не злыми, а судящими людей, именно как судьи,
которые смотрят грозно, и ты как бы должен бояться этого суда, бояться совершить грех, наверное. То есть это как более грозное их изображение. Это также от исторических фактов зависит. Допустим, монгольское нашествие, по-моему, тоже повлияло, вот, и как бы стали изображаться святые более грозными, вот, из-за тяжелых исторических событий. Да, интересно, вы нас прикоснули в такой большой сфере. Увидели, как много надо изучать, знать, чтобы в этом ориентироваться. Область человеческой деятельности. Интересно. Ну ладно, будем погружаться, развиваться, да, чтобы разбираться в этом. Потому что через искусство, через картину, через икону, можно сказать, емко очень, больше, чем через большую книгу. Вот. То есть вот какая-то инсталляция, да, какая-то короткая фраза, поговорка, пословица, она концентрированно несет в себе такую мудрость, которую начнешь описывать словами и будешь много-много писать. Тяжело донести. Раз, и ребенку там Даже передача светом. Тематически. Да, благодаря Анастасии. Есть еще вопросы? А ты посмотреть, вот так вот и сравнение икон, вы говорите, более до рублева, которые были. Это как смотреть, в каком пласте в интернете, что брать? Иконы такие. Ну, соответствующего века, наверное, Да, Есть специальные, это же целая наука, есть специальный сборник, вот у меня подаренная книга лежит дома, «Русская икона». Она такая научная, то есть очень дорогостоящее подарочное издание, как-то вот одна организация подарила, и там описывается, то есть русская икона, и описывается, какое направление, в каком веке создано, какой стиль, какие в ней особенности, где она находится, оригинал. Так же, да, все известно. У нас отец Александр Антонов, из Башкуловного, специалист по этому, пишет сам иконы и преподает в нашем духовном училище. И учится сейчас в магистратуре в Казанской академии духовной. У нас, напоминаю, что есть Сыктывкарский центр подготовки церковных специалистов, который дает среднее духовное образование, и там есть целый предмет церковное искусство. Это очень объемный. Уже его надо учить, поэтому призываю всех изучать, вникать и получать образование, чтобы, если кто-то какие-то послушания несет, чтобы делать какое-то грамотно, квалифицированное. Вот, я считаю себя очень бедным в этом плане. Как-то мимо меня прошло, и даже мы не изучали, не сдавали, а вот надо ориентироваться, поэтому так приходится где-то элементарно эти знания исполнять. Да, где-то вот надо курс послушать. Вот. Я даже посмотрел программу вот у нас в училище, когда соседи это обсуждали, а мне вот эти темы интересны, почти не ориентируюсь. Так же, как вот многие говорят, сейчас, говорят, недавно одна женщина делилась, говорит, а оказывается, церковная история – это такой пласт, а он остался совсем мимо нас. То есть мы изучали историю, ну, скажем, в советское время, в институте, мы все это сдавали. Но там история Византии, или, скажем, духовная история России, да, вот все эти деятели, Владимир, но не как правитель, а как святой, смута, вот, и духовная, мы почти ничего не знаем. Мне так хочется почитать, вот, пожалуйста, найдите мне книжку, привезите, принесите, потому что мне вот очень хочется узнать церковную историю. Хотя бы России. А уж есть еще история Вселенской церкви, собора, вот эти все крестовые походы, с чем это было связано. Это очень интересно. Также вот я тоже ощущаю, прикасаясь к этой теме, что есть целый пласт жизни, который почти для нас неизвестен. Так вот на уровне увидели икону, ну, 2-3 слова можно сказать. История вообще довольно смутно как-то описывает жизни как бы конкретных людей, что ли.
и состояние общества. Но может описать, допустим, смута какая-то была. А если все спокойно, то, в принципе, какие-то идеи, которыми люди жили в этот момент, они, по сути, опускаются. Ну, да, история, она живет такими вот фактами, сражениями, политикой. А вот именно духовную сторону жизни, почему произошло то, что происходило в душах людей, о чем они думали, как они там за деньгами гонялись, например, и что вот это свободолюбие привело потом к ожесточению и уже к революции, вот мало затрагивается. Если ученый решится об этом говорить, он должен это знать по себе. Духовная сфера она такая, что она требует обязательно личного участия. Ты сам должен быть молитвенником, аскетом, чтобы об этом более-менее квалифицированно рассуждать. Просто, наверное, мы не можем утверждать ничего о древней истории, потому что до нас дошли, в летописях не описывалось, естественно, мысли Владимира, когда он что-то делал, мысли других правителей, когда они шли куда-то. Переписки какие-то сохранились мало. То есть, там, допустим, от Владимира Мономаха я только знаю, послание сохранилось такое, где именно мысли его описываются как человека, да. А так об остальных в летописях же писались только факты. Произошло то-то, был поход туда-то и все такое. А вот именно личные мысли начали записывать гораздо позже, поэтому с этой точки зрения, наверное, ученые не говорят, потому что было бы, это как-то кощунственно думать за человека, который жил за 1000 лет до нас. Мы можем только сказать, что он сделал, и предположить, какие были причины. Вот. А в его духовную жизнь залезть сложно, важно говорить. На примере того же Владимира, например, все-таки у него до крещения и после крещения как два разных человека, можно сказать, даже. Здесь уже можно, наверное, говорить о том, насколько христианство повлияло на его, вернее, крещение. Причем очень сильно повлияло именно искусство. Там же вот есть несколько моментов, где он выбирает веру. Он там то отправил, а то к нему приходили. И вот когда ему приносит христианский проповедник икону, приносит икону страшного суда. Вот сохранилось описание, что на нее долго смотрит и говорит, что тем, которые вот здесь со Христом, им лучше. То есть не хотелось бы оказаться вот в этой тьме, вот в погибели. То есть на него произвело впечатление. Так же, как на Марию Египетскую, она ведь ее именно икону пробила. Когда она могла зайти в храм, она стала вот думать, питаться, но именно взгляд на Пресвятую Богородицу привел ее к покаянию. Вот на самом деле, окружающая сила изображения, она может быть очень велика. Даже были, там же в храме, в принципе, там, можно сказать, расписанный храм, в смысле, собор. И там сверху можно практически вся Библия. Да. Вся Библия разложена, цитатами, сюжетами. Потому что женщина, смотрите сюда, здесь вот осталось. Смотрите сюда, здесь вот. Момент, да. И вот какие вавилонские ключи. Следствие, да, какое-то, как там ведет себя и храм. Как на нее икона, ребенок, допустим, а как на нее вижу, влияет это все. То есть по-другому. То есть если в светском начинает так вот как-то ее крутит, и в храме с ребенком двигается. Ребенок это вообще как-то да? Я по себе чувствую, что я иногда захожу в храм, когда не в свой храм, когда на службу заходишь так спешным шагом, а вот когда заходишь в другой храм, просто так постоять, помолиться, там свечку поставить. Иногда стоишь у порога и не решаешься пройти. Вот такое вот благоговение, вот, думаешь, я вот здесь вот постою. То есть так, чтобы вот идти, особенно когда служба идет, там, по налою, там, да, со свечками бегать, не думаешь, вот, у меня вот этого вот достаточно. Вот постоять, посмотреть, поплакать, внутренне так, о своем несовершенстве. Даже на больше не решаешься. Ну, вообще сама структура, построение, вот, размещение, освещение. Я поражался, когда служба шла в Храмовском соборе, все время выходили, я еще был далек от этого, я всегда удивлялся
как она организована, как это вот люди могут, не сговариваясь, одновременно двигаться, перемещаться, друг за другом читать, петь. Это ведь довольно сложный процесс. Никаких репетиций не видно, никаких знаков, сигналов. Просто вот само по себе. Там свет включили, выключили, запели, закончили петь, начали читать. Закончили читать, тут же кто-то пришел, что-то поставил, унес. И вот это все вот так вот вращается само по себе, кто этим всем управляет. Это же очень интересно. Богослужение это целый тоже огромный искусство. Ну ладно, все, благодарим вас. Благодарим сердечно, что потратили время. Посетили нас прекрасной векой. Поддержали, как разговор, содержали, продолжать укрепляться.